В 2001 году в Кыргызстане была основана одна из самых именитых клубов, футбольный клуб «Абдышата». За 16 лет данный клуб превратился из клуба, который выступал в первой лиге, в одну из главных сил в отечественном чемпионате. В данное время футбольный клуб «Абдышата» является флагманом и является главным поставщиком молодых талантов. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Арена». В студии я, Адиль Тимирланов. В частности, как вы заметили, мы будем говорить о футболе, а также о футбольном клубе «Абдышата». И у нас в гостях представители данного клуба. Это Ахметов Аскар Кахраманович, главный тренер футбольного клуба «Абдышата». Также Дмитрий Кузякин, администратор футбольного клуба «Абдышата». А также Ильхан Темирбаев, игрок футбольного клуба «Абдышата». Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Итак, сразу же хотелось бы перейти к вопросу о сборах. То есть впервые в своей истории футбольный клуб «Абдышата» провела предсезонную подготовку именно за рубежом, в Турции. Каковы итоги, Аскар Кахраманович, и к какому выводу вы пришли? Итоги сборов этого этапа подготовительного в Турции. То, что я запланировал, мы выполнили в полном объеме. Сыграли 4 игры с хорошим соперником. Я посмотрел наших молодых игроков именно непосредственно в игре, потому что любой международный матч, любой игрок выкладывается полностью. И этим промежуточным результатом я вполне доволен. Есть, конечно, проблемы, есть недоработки. У нас есть еще месяц. Я постараюсь за этот период исправить эти ошибочки и вступить в официальные игры. А хватит ли времени все-таки? Конечно, времени мало, это не хватит. Полностью этот год будет направлен на обучение, не только к этим официальным играм, но будет планомерно игроки обучаться. И то, что будет запланировано, я думаю, в течение года-двух мы будем выполнять и тренерским штабом. Если не ошибаюсь, то есть задача клуба на этот сезон, то есть не какие-то чемпионские амбиции, а именно поставить игру, стабилизировать игру, да, то есть составить боеспособную команду на будущий сезон. Так ли это? В Абдышате как бы каждый тренер, каждый футболист, я думаю, ставит для себя наивысшие цели и задачи. Просто в нашем клубе идет стратегия на воспитание молодых футболистов, оснастить их техническими навыками полностью, которые им потребуются в игре и в дальнейшей карьере этого футболиста. Отлично. Дмитрий, к вам вопрос. Какие еще мероприятия планируются в плане предсезонной подготовки у клуба? Ну, в принципе, все мероприятия, которые были запланированы, мы их практически выполнили. До чемпионата остался месяц. У нас еще как бы с тренерским штабом, даже с самим президентом, который нас, в частности, консультирует в дальнейшем нашем именно футбольном клубе «Абдышата». Значит, это в основном психологически, в основном у нас будет подготовка такая молодых ребят, потому что они на амбициях все, такие очень талантливые, колоссальный потенциал у них. Это как бы им больше воспитание, да, поэтому у нас мало опытных игроков там есть, поэтому таких запланированных мероприятий пока не будет. Только дома будем готовиться в двухразовом, да, я так понял, Кахраманович, в режиме будет, поэтому как бы все идет в правильном направлении. Вы затронули психологическую подготовку. Будут ли привлекаться психологи? Потому что в спорте, как мы знаем, как бы психологический аспект имеет очень большую роль. То есть большинство игроков Абдышаты — это молодые игроки. Вполне вероятен тот исход, что во время чемпионата кто-то может не дожать, кто-то переиграть, может кто-то перегорит. И как решается? Конечно, в каждом клубе я считаю, что психолог, первый, это сам тренер, который влияет на игроков, который непосредственно с ними работает, которого не слушает, и на протяжении сезона он как отец, он как брат, и как он должен понимать их. Поэтому первую психологическую такую подготовку это сам тренер, именно индивидуальный и командный, в общем, и вообще во всем футбольном клубе «Абдышата». Я думаю, это каждый тренер, я думаю, он и есть психолог, и их это обучают, и везде как бы такой вот приветствуется. Поэтому не как теоретик, не как это, психологические моменты, эти тренеры очень большую роль играют.
Отлично. Ильхан, к тебе вопрос. Ты недавно перешел из, так сказать, принципиального соперника Абдешата, из Дордоя в Абдешату. Хотелось бы спросить, с чем связан твой переход из Дордоя в Абдешату? Есть ли подводные камни все-таки для футбольных болельщиков отечественного футбола? Интересно. Не было такого, как бы, никаких обид нету. Интриг нету? Нет, все было по обоюдному. Согласен, да? Просто в то время я много болел, не После попадал травм. в состав, даже заявку не попадал. Вот. Потом подумал, ну, в то время мне нужно было перезагрузить карьеру, да? Вот, долго решал. Потом связался с Байшбековичем, попросил просмотр пройти, пришел. Вот, остался, подписал контракт годовой. Как восприняли твои одноклубники из Дордоя? Хорошо, так как я со всеми играл в сборной, Ю-21, Ю-23, я почти всех знаю, хорошо приняли, все хорошо. И как проходит адаптация к новому клубу? Все-таки каждый клуб отличается не только своей философией, но и там тактикой, стилем игры. Не трудно ли тебе будет в этом сезоне все-таки? Тем более после такой паузы, да? Будем стараться. Будем стараться выполнять установку тренера. Отлично. Вот, Оскар Кахрамович, скажите, насколько укомплектована команда и какая готовность у команды к предстоящему сезону? Команда укомплектована игроками нашей академии. Состав с прошлого года практически не изменен. 80% игроков остались все те же. 2-3 позиции были под вопросом. В принципе, комплектация еще хотелось бы, конечно, 1-2 опытных игроков, чтобы молодые игроки смотрели, видели. Равнялись. Для атмосферы в команде. Потому что если одна молодежь будет в команде, немножко труднее, как мы говорили о психологической подготовке, она будет проходить труднее. Если будут опытные игроки, гораздо легче мне управлять командой, и ребята будут смотреть и давать. То есть моя задача создать атмосферу в этой команде, чтобы молодые игроки раскрыли себя. Некоторые уже раскрыли себя в Турции, показали себя с хорошей стороны. И я думаю, еще если мы будем продолжать в этом направлении двигаться, я думаю, все молодые игроки раскроются и покажут уже в чемпионате, кто они и на что они способны. А по комплектации, конечно, 100% еще комплектация не завершена, не завершена 100%. Еще будут моменты, может быть. На 80% комплектация уже, можно сказать, завершена. И активная работа в этом направлении ведется? Да, я попросил наш спортивный отдел, чтобы находили именно тех игроков, которые нужны нам на данный момент. Сейчас работа ведется. Вот, к слову, о опытных игроках, о лидерах. В прошлом сезоне лично я сам наблюдал, что в Абдешате нету такого ярко выраженного лидера, который бы сам лично повел команду. Как решается в этом направлении работа? Может, будете привлекать кого-то на стороне из других клубов, может, из зарубежных клубов? Лидера тяжело привлечь, и чтобы он сразу стал лидером в социальной группе. Лидер, допустим, сейчас в Абдешате образуется группа лидеров. Это тоже возможно в футболе. Я думаю, эта группа, на которых, я надеюсь, будет выполнять то, что мы планируем. А можете, если не секрет, пофамильно назвать эту группу, этих игроков? Ну, это, если так взять, секрет. Ага. Это секрет. Ага. Секрет от тренера, отлично. Да. Дмитрий, скажите, пожалуйста, какая работа ведется по привлечению болельщиков на матч Абдешаты? Вот, когда я был на выезде, в частности, в Канте, во время матча есть болельщики, бесспорно, в Канте любят футбол, но именно чтобы популяризация клуба на местном уровне, ладно, не будем затрагивать Бишкек, Чуй, а вот именно в Канте. И будут ли матчи в этом сезоне платными у Абдешата, например, скажем, как у того же Алая?
То есть это было бы хорошим подспорьем и для клуба, то есть в частности, да и для игроков? Нет, у нас в этом плане в клубе такое не приветствуется. У нас всегда для болельщиков ворота открыты. Мы никогда платными не делали. И в дальнейшем, я думаю, тоже это не будет. Мы в первую очередь прививаем любовь к футболу. Деньги сейчас у нас это второстепенно. Поэтому, чтобы привлечь людей к футболу, тех же самых детей в первую очередь, мы за это деньги брать не будем. Хотелось бы болельщиков привлечь это игрой, самой игрой, какая она будет яркая, как наши задачи, допустим, на сезон атакующий футбол, который мы будем практиковать. Поэтому, я думаю, этим футболом мы больше болельщиков в этом году хотим, в первую очередь, футболом. Вторым, это в социальных сетях, афиши, это радиорубка. Это будет у нас уже, люди на этот сезон будут работать. Как бы, и мы будем как можно больше болельщиков привлекать к футболу, чем в том году. А в плане вот, СММ, в плане маркетинга, то есть, например, какие-то акции, мероприятия? Вот в этом плане тоже работа ведется. Сейчас у нас это отдел маркетинга есть, который занимается этим. Они должны предложение тоже сделать президенту нашему и, в частности, с ФЛК сотрудничать, который тоже по маркетинговой части тоже нам предложения различные давали. Поэтому, думаю, акции у нас были, лотерея, как года 3-4 назад было, там и автомобили разыгрывали, различные призы, как бы и болельщиков всегда много. Мы тоже в этом направлении сейчас двигаемся. Мы разрабатываем план работы на сезон, как нам его предоставят, и на рассмотрение нашему президенту, как он одобрит, так и будет. Я думаю, это идет в процессе уже, как было так вот. Отлично. Вот, давайте, уважаемые гости, сейчас у нас будет слайд, наша съемочная группа предоставит слайд. Хотелось бы прокомментировать. Это фотографии со сборов Турции. Хотелось бы, чтобы вы лично прокомментировали. Итак. Финальная игра. Эта игра, вот мы с Мюнхеном играли. С третьего дивизиона Германии. Европейский клуб. Да, европейский клуб. Если не ошибаюсь, приоритетом для Абдушаты на сборах в Турции был именно европейские клубы, чтобы получить такой более богатый опыт, да, если не ошибаюсь. Именно были подобраны такие соперники, чтобы молодые ребята увидели и почувствовали Это класс. На восстановлении после матча, бассейн, да, 10 минут. Это наша молодежь. Дубль живой. наш. Они в Алмате играли 2 товарищеских матча, да. Та схема. Да, постановка. та схема, где вы играли с 3 защитниками. Хотелось бы поподробнее узнать, получилось ли, потому что понятно, что в современном футболе данная тактика сейчас пользуется большой популярностью. И получилось ли привить данную тактику вашей команде? Это прививается, конечно, за неделю, за 2 это невозможно привить. Но я посмотрел, что у этой схемы есть перспективы. Каждая схема подбирается по индивидуальным качествам, то, что имеет тренер, в смысле футболистов, каких он имеет. И от этого зависит схема игры. Думаю, эта схема подходит для нашей команды, подобранные игроки, которые могут выполнять эти функции. То есть в этом сезоне мы, возможно, увидим игру Абдушаты именно в таком ключе, да, в такой схеме. Мы разрабатывали несколько схем. По ходу игры мы можем трансформироваться, то есть, чтобы удобно было игрокам. И я, как тренер, должен дать им максимально, чтобы они умели действовать при любых схемах, на любом участке поля, где ситуация заставит его оказаться. Так что здесь идет процесс обучения. Отлично. А также, уважаемые телезрители, мы напоминаем, что в прямом эфире у нас работает горячая линия по номеру 65 66 39, по которому вы можете дозвониться и задать свой вопрос в прямом эфире. Итак, у нас сразу же есть моментально звонок в студию. Итак, здравствуйте, уважаемые зрители, слушаем вас. Представьтесь и откуда вы дозвонились. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Здравствуйте, меня Айбек зовут, я с Кантасом звоню.
Я Канта. болельщик клуба. Абдушата, вот, ты же вот сказал, вот в прошлом году не было лидера. Раньше было Тахир Овчиев, потом его сразу продали. Вот. А вот это вот проблема, постоянно лидер появляется, продают его сразу. Ну, это, конечно, хорошо там, но надо же в клубе думать, надо же чемпионство брать. Когда чемпионство возьмем? И в этом году вот Казакбаева что не зовете, не понимаю, а? Вот такой прям ярый фанат футбольного клуба Абдушата. Интересный очень вопрос. Да, вот есть такая тенденция, что Абдушата является как бы негласным поставщиком молодых талантов и в местные чемпионаты, и в зарубежные клубы. Почему распродают всех своих лидеров и почему Владимира Казакбаева не зовут в основную Конечно, команду? спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Владимира Казакбаева, когда меня назначили тренером, Владимир Казакбаев играл у меня в «Живом пиве». В первой лиге. И, конечно же, сразу открылся вопрос его взять в высшую лигу. Мы подошли к руководству, подошли непосредственно к начальнику Володе, переговорили с ним. Ну, значит, это его решение, пока он не изъявил желания работать в высшей лиге. Сам Владимир Казакбаев отказался. Если не секрет, в связи с чем? Может, условия в клубе не устраивают, может, он видит себя в другом клубе. В связи с его работой именно в административной части завода. Самого клуба, да? Да, самого клуба. Ага. У меня вот такой вопрос, Дмитрий, к вам. Мы знаем, что Владимира Казакбаева вызвали в стан сборной, национальной сборной. Это был такой нонсенс игрока первой лиги и сразу же в основную команду страны. Можно ли расценивать вызов Казакбаева как маркетинг-ход? Мол, молодым игрокам такой, знаете, пример, что даже из первой лиги можно попасть в национальную сборную? Или все-таки по игровым кондициям его выбрали в сборную? Нет, это, конечно, в первую очередь, это не маркетинговый ход. Вова знает Просто себя. интересно, вот из первой лиги и сразу же в сборную. Вова очень перспективный игрок. Он, как говорится, машина, которую тяжело остановить, да? У него характер такой. Он как футболист, как игрок, он отдает себя на все 200%. Если он выходит играть, то он играет. Он играет до конца, за все моменты, за все. И он любит побеждать. Вот, Вова. Ну, характер, вот он, конечно, в сборную, это хорошо. Конечно, в клуб Абдушата, он бы ключевой игрок был. И, можно сказать, он был бы и лидером, да, один из лидеров Канта, да, футбольного клуба в топ-лиге. Поэтому Вова Казакбаев выбрал, наверное, работу административную. Ему устраивает играть в первой лиге, работать, получать знания, зная, что сегодня есть футбол, завтра его может не быть. Да? Он смотрит чуть вперед. Как бы у него, приоритеты, у него, значит, где-то еще то его лично. Я как знаю его, вот, в том году мы вместе при главном тренере Оскара Кахрамановича поиграли. Вова классный, и коллективизм у него вот такой вот, это то, что нужно, да. А то, что сборная, конечно, он как игрок. В первую очередь он как игрок, и он нашей сборной очень хорошо поможет. Да, неплохо себя проявил, тем более для дебюта, это очень классно. Отлично. Следующий вопрос я бы хотел адресовать именно к Ильхану. Как прошел именно тренировочный процесс после травмы? Как-то полностью ли ты восстановился? Первое время было тяжело, так как много не бегал. С весом были проблемы. То есть вес был у меня, да. Если поточнее, излишки или... Излишний. Излишний вес был. Первые дни тренировок было тяжело, потом потихоньку работал над собой. Сейчас уже нормально, тренируюсь полноценно. Слава богу, сейчас хорошо. И, в принципе, полностью восстановился, да, сейчас готов к нигде не сезону. болит, ничего не беспокоит, сейчас все нормально. А будут ли у тебя какие-то индивидуальные тренировки, ну, учитывая твое состояние, или ты уже тренируешься в общей команде? В общей группе тренируюсь. Вот. Отлично. Вот скажите, вот продолжая тему травм, вот в прошлом сезоне у Мадалы Джумала была травма мениска. Вот восстановился ли он? Готов ли он к новому сезону? Потому что, как показывал свою игру, Мадали очень неплохой перспективный игрок. И думаю, он очень важен для вашей команды. Да, он сейчас играет в основном составе. Он проходит не то, что как ценз. Он реально заслуживает места в основном составе. По своим игровым кондициям, по своему мышлению он проходит. От травмы он восстановился.
И в Турции он проявлял себя с очень хорошей стороны. 3 игры он выходил в основном составе и работал практически 100%. Мне как игрок мне нравится его самоотдача, его бойцовские качества. Многим бы игрокам такие бойцовские качества, как у Мадалы. Отлично. Также хотел бы воспользоваться случаем и задать такой очень щепетильный вопрос, который очень давно задают в соцсетях. Вернемся к этому вопросу после звонка. У нас есть звонок в студию. Итак, здравствуйте, уважаемый зритель, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Азат. Как? Азат. Ага, здравствуйте, Азат. Ага. Вот, я хотел бы спросить у вас в команде, вот, в Абдыште, у тренера хотел бы поинтересоваться. Давран Раджапов такой играл же. Вот сейчас что-то его не видно в последнее время. Он будет вообще играть за Абдышту или нет? Тоже вопрос такой. Спасибо. Спасибо за вопрос. Давран Раджапов, я его просматривал в начале подготовительного периода. Значит, у него закончился контракт, и по тому, что я увидел, он как бы не подошел к моей команде. И пришлось не продлевать с ним контракт и делать ставку на молодых. Куда теперь направился Давран Раджапов? Давран Раджапов, он ничего не сказал, он просто забрал открепление и попросил, можно ли я пойду в другой клуб. Я, в принципе, был не против, я был согласен. И я, наоборот, ему заранее предупредил, чтобы у него была возможность найти другой клуб и зацепиться в другом клубе, и чтобы он получал зарплату и играл. Так что я ему это все заранее сказал, еще только я месяц его просмотрел, и уже я понял, что он не подходит нашей команде. Значит, Давран Раджапов в свободном трансфере. В свободном трансфере. Ага, отлично. Вернемся к моему вопросу щепетильному. С чем же все-таки связан именно уход Ишенова? Мирлан Байшбекович, как объяснил, он, можно сказать, дал себе паузу, занялся учебно-методической работой, возглавляет нашу детскую школу, плюс консультирует тренеров первой, высшей лиги, работает больше административной работой и подготавливает программы на совершенствование именно тех технических навыков, которые мы хотим дать нашим футболистам, которые в начале передачи я сказал, которые им понадобятся в дальнейшем в играх, в дальнейшей футбольной карьере. Именно вот такие технические навыки, элементы, он над ними работает, и через упражнения, через свою работу он передает нам, подготавливает индивидуальные планы игрокам, слабые, сильные стороны. То есть уже отошел именно от тренерства, именно непосредственно с командой. Возможно ли, что он вернется обратно в Абдышату или в другой клуб, может, сменит клуб? Он сейчас в Абдышате, и он директор по учебно-методической части. В смысле, главным тренером в команде? Главным тренером или пока не ясно? Не ясно. Не я ясно. не могу ответить на этот вопрос. Отлично. К вам вопрос такой, Дмитрий. Абдышата играла на сборах с «Динамо» Тбилиси. Да. Вот, хотелось бы узнать впечатление, какой опыт извлекли игроки, да и команда. Хотелось бы узнать именно о выводе, который вы сделали после данной игры, потому что «Динамо» Тбилиси — это все-таки не самая последняя команда, очень сильный такой клуб. Не, конечно, «Динамо» Тбилиси все знают, что это за клуб, и он давно себе уже имя завоевал еще в те времена СССР. Поэтому «Динамо» Тбилиси – это именитая команда в первую очередь. И для наших игроков, именно молодых футбольного клуба Абдышата, это очень большой опыт. Значит, ребята получили то, что вот они почувствовали, как нужно на самом деле футбол играть, зная, как нужно открываться, прием, сами передачи, само движение вообще, да. Конечно, очень хорошая была игра. Конечно, хотелось бы тоже впечатления получить такие, чтобы на самом деле все игроки получили. Игра была насыщенная, физически очень большие нагрузки получили ребята. И на самом деле 2-0 тоже, можно сказать, мы
тоже футбол Результат. показали, свой навязать футбол, в чем мы играли. Поэтому как бы хотел, чтобы Тбилиси тоже посмотрели в интернете. Хочу за Абдышата, молодцы, хорошие ребята, молодой клуб. Я думаю, может быть, парочку или тренер, наверное, там посмотрел все-таки. Ну, конечно, это, может быть, в истории останется для футбольного клуба Абдышата и для нашей всей футбольной школы, что на самом деле есть к чему расти и идти на какую арену. Думаю, это очень здорово. Побольше бы таких матчей, думаю, в будущем. Именно с европейским клубом. Именно с европейским. В будущем мы будем и дальше, думаю, в следующий год, может быть, даже на двухразовые сборы в Турцию и так далее, и так далее. Думаю, это все в продвижении. Поэтому... Отлично. Ильхан, к тебе вопрос. Ты также заигран в молодежной сборной Кыргызстана. Скоро будет турнир у нас в стране, то есть турнир среди олимпийских команд. Как мы знаем, тебя планируют вызвать. Как ты готовишься? Или пока что еще не начал к играм сборной? И как ты оцениваешь свои шансы на попадание в основной состав главной команды? Я уверен, что каждый игрок в нашем чемпионате задумывается об этом, и хотелось бы узнать об этом поподробнее. Наверное, у всех, кто играет в молодежной сборной, в олимпийской сборной, у всех, наверное, желание есть. Например, у меня желание есть и цель у меня попасть в первую команду страны. А то, что готовлюсь я или нет, я готовлюсь и к топ-лиге, и каждый день думаю, потому что я много пропустил, в прошлом году и не играл. У меня желание в этом году, определенные цели, завоевать с новым клубом как бы призовые места и выйти дальше, в групповой этап пройти, который у нас будет здесь, олимпийский. Вы говорите, азиатский, ну, как бы отборочный турнир будет, да, Азии. Вот. И об этом тоже задумываюсь, работаю над собой, стараюсь. А вот хотелось бы спросить, вот ты затронул тему о перезапуске карьеры, то есть начиная с чистого листа. Есть ли у тебя какие-то идеи или планы о, не знаю, смещении амплуа? То есть, может, ты с атакующей позиции, может, уйдешь на левый фланг или на правый фланг, или в центр? Задумывался ли ты об этом? Ну, задумывался, но я, в принципе, играл и слева, и в нападении играл, и справа играл. То есть кардинальных изменений как бы не будет? Там уже как тренер видит, где я хорошо показываю себя, куда поставят, там и буду стараться играть. Как бы говорится же в футболе, футболист должен уметь играть везде, кроме ворота, да? Отлично сказано, кстати. Также, уважаемые телезрители, мы напоминаем, что у нас в прямом эфире работает горячая линия по номеру 65 66 39, по которому вы можете дозвониться и задать свой вопрос нашим гостям. Оскар Кахрамович, скажите, куда же все-таки пропал Улвасан Алириева и кто будет играть на острие атаки? Потому что почему-то как-то выпал из поля зрения, ничего не слышно, не видно. Что с ним? Он уехал на каникулы домой, в Нигерию. На родину? Да, он пробыл там. И у него небольшая проблема с визой получилась на возврат сюда, в Кыргызстан. Он ее как бы решил здесь с содействием с клубом. Мы постарались ему помочь. И сейчас, буквально на днях, он должен уже прилететь и приступить к тренировкам. Там он занимается над собой, работает над собой. И я думаю, что он придет, то есть прилетит не в плохой физической форме к нам. Возможно, что его сменят, потому что, как показали игры прошлого сезона, он был нестабилен, то есть, если говорить открыто, то есть в одних играх он очень хорошо проявлял, в других как-то слабовато. Есть ли у вас запасные варианты? Сейчас, значит, у нас на просмотре Иван Филатов. Он прибыл с Индии, да, с откреплением, полностью его отпустили с той командой. И сейчас он буквально 2 недели мы его будем просматривать. И это та позиция, где играет как раз-таки Тосин Оливера. А если не секрет, если все-таки Иван Филатов перейдет в Абдышат, то на какой срок вы подпишете? Сейчас у нас контракты подписываются на 1-2 года, в среднем, в зависимости от возраста игрока. То есть все-таки, учитывая как бы возраст Филатова, возможно, мы можем увидеть его в составе Абдышата всего лишь год, да? Иван Филатов, он нужен не только как нападающий,
Мне нужен его характер, чтобы он в команду этот характер перенес молодым игрокам. Он нужен для микроклимата в команде. И, конечно, его антрометрические данные, которые нам необходимы, которые в Турции показало, что у нас нету того игрока, который может побороться вверху и завершить наши атаки, как бы не было наконечника. Хотя моменты держания мяча, доходим до штрафной соперника, все неплохо, но нету завершающего ключевого момента, или ключевой передачи, или завершающего точного удара. Хотя со всеми сильными соперниками были очень неплохие шансы, даже с «Динамо Тбилиси» выход 1 на 1, и буквально в конце 5 минут мы могли забить 2 гола. Ну, данная проблема — это не только проблема Абдешата, это как бы проблема нашей национальной сборной, да, то есть доходим до ворот, но до удара немножко не хватает. А вот из собственных воспитанников никого нету? Просто интересно, будут ли привлекаться из клуба «Наше» и «Живое» в основную команду, именно из нападающих? Из нападающих у нас был Витя Кельн, ярко выраженный нападающий. Сейчас он, Валай. Да, он ушел в Алай, в аренду, как я знаю. И, в принципе, он не проходил подготовку с нами, его не было. И я, в принципе, знаю его с детства. Я был тоже у него тренером, когда он был в детских командах. Я его знаю, его навыки, что он может. Как бы у нас есть такие игроки. Нам нужен сильный, который будет решать, желательно опытный игрок, который будет решать те моменты в конечной стадии атаки. Отлично. Также недавно проходила информация по Виктору Кельму. Правда ли, что его отпустили в Алай за 50 тысяч сомов? Вот такая сумма озвучилась, и интересно все-таки. Этой информацией я не владею. Это, наверное, через спортотдел. Так что просто меня спросили, он мне нужен. Я бы, как бы сказал, пусть он придет, поработает с дублем, поработает, я его увижу, если он будет набирать и придет в ту кондицию физическую, которую он может нам помочь. Тогда бы я бы его перевел в команду высшей лиги. Отлично. Дмитрий, у меня такой вопрос. Абдешата, мы знаем, это не только клуб, это еще целая база, целая система, так сказать. Как ведется работа в женском футболе? То есть есть женская команда у Абдешаты, и как ведется работа в детско-юношеском футболе у Абдешаты? Значит, женская команда у нас тоже идет подготовку не в плохой стадии. У нас, значит, есть... Начиная с детского сада, девочки, значит, 5-летние, значит, детский сад, девочка, которая руки работает, знаете все, наверное, ее, значит, она работает с вот такими маленькими детьми, начиная, потом 2002-2004 год, есть девочки и взрослая команда, которая участвует в первенстве Кыргызстана. И еще есть, у нас даже есть филиал в Маевке, который Наталья Гайворонская тренирует, там она тренер непосредственно там. Как бы идет работа, у нас стало очень много девочек посещать, именно в тренировочном процессе очень. И женский футбол у нас не на плохой развитии стадии стоит. Значит. Отлично. Итак, уважаемые гости, давайте прервемся на короткое время. У нас есть ролик, посвященный игре Абдешаты в рамках Суперкубка. И после ролика... нет, у нас есть звонок все-таки в студии. Итак, здравствуйте, уважаемый зритель, мы слушаем вас. Представьтесь. Алло, саламатсызбы. Саламатчылык. Ана сизге суроо берейин дедим эле. Угатабыз. Абдешата кандай тренировка кылсак болот, ошону сурайын дегем. Абдешатага кантип барып ойнош керек, Кантип барып ойносо болот. Аха. Тренировка кылып ошол клуб атынан ойносо болот. 98 колум. Аха. Түшүнүктүү. Сурооңузга чоң рахмат. Урматтуу Герман. Итак, у нас прозвучал такой очень интересный вопрос, очень важный для многих ребятишек, ребят. Как все-таки попасть в ваш клуб? И есть ли возрастные ограничения или какие-то другие ограничения для желающих? Я работал в течение 5 лет с детско-юношескими командами. Значит, чтобы попасть в наш клуб, никаких проблем нету. Просто надо привести ребенка в наш комплекс. И желательно, чтобы ему было 6, 7, 8 лет.
Желательно. Да. Желательно пораньше. А более поздний, например, скажем, 16, 17, 18 даже лет. Ну, есть у парня талант. Ну, и немножко опоздал с возрастом. Возможно ли? Конечно, если слишком поздно приводят ребят, если он талантлив, его все равно техника, техническое оснащение игрок должен с детства получить. С детства. Навыки. Технические навыки. Он может технические навыки заменить своей физической подготовкой, может быть, как ростовыми данными, но в детстве он должен обязательно получить школу. То есть очень маловероятно, да? Что... Да, маловероятно. Есть такие моменты, не исключаются, но это маловероятно. Желательно ребенка привести в 6-7 лет, когда он только встает, формируется, да, и там уже наши тренера будут работать. Совершенно бесплатно у нас школа. Приводите, и он всех просматриваем, всех, не исключение. Любого игрока, если он подходит по возрасту, мы отправляем к данному тренеру, который отвечает за этот возраст. Он его должен просмотреть. Если он видит в нем потенциал, он работает с ним. Уже в дальнейшем это многое зависит от родителей и от самого ребенка. Отлично. Итак, уважаемые гости, мы с вами прерываемся на короткое время. У нас есть ролик, посвященный игре Абдышата в рамках Кубка с клубом «Наши». И через некоторое время мы с вами снова вернемся в студию. Далеко от своих телекранов не отрываемся, уважаемые телезрители. Буквально через 2 минуты мы с вами снова возвратимся к нашей беседе. Абдышата, город Кант, и команда «Наше пиво», город Кант. Команда «Наше пиво» играет в зеленой форме. Номер 16 Шикин Андрей, 6 Иванов Игорь, 8 Джимабаев Мадалы, 17 Кузякин Дмитрий, 18 Эрмеков Ильгиз, 21 капитан команды Маландаров Замир, 22 Кафтагаев Бахтияр, 23 Атабаев Алмаз, 31 Кельнешев Тимирлан, 86 Эсимкул Улу Чолпон, 10 Лутфулаев Хуршит. Главный тренер команды Березовский Валерий, помощник Сейталиев Канат. Команда Абдышата играет в фиолетовой форме. Вася, ты подожди, у меня игра, Вася. Потом разберемся. Ну что я сделаю? Итак, здравствуйте, уважаемые телезрители. Еще раз мы с вами возвращаемся в студию. Хотелось бы, Оскар Кахраманович, чтобы вы вместе с Дмитрием прокомментировали данную игру. Что получилось, так сказать, экскурс в историю. Очень важная игра для обеих команд, в частности для Абдышаты. И хотелось бы, чтобы вы рассказали немножко об игре. Я могу рассказать о предыстории этой игры. Как наше пиво пробилось в финал. Это очень неплохой результат, показатель нашего клуба, для клуба, что две команды с нашей компании вышло в финал. И, в принципе, наше пиво очень достойно выступило. В полуфинале обыграло Дурдой из 2 встреч. И вышла с Абдышатой на эту игру уже вполне выполнившийся результат максимально.
Я думаю, просто в начале игры вот эти быстрые голы повлияли на психологическое состояние игроков. Игроки как бы сломались, да? Ну, не Перегорели. сказать сломались, немножко это все равно повлияло. И как бы, может быть, чуть-чуть спустили рукава и не стали дорабатывать, мое мнение. Я эту игру сам видел, был на стадионе. Вот смотрим, как Абдышата как бы по правому флангу прорываются. Хотелось бы узнать, была ли такая тенденция именно на протяжении всей игры? Вот именно острые фланговые атаки. Вот второй гол уже забили. Ну, здесь не по флангу, как бы, ближе к центру проходила атака. Это нападающий, да, это центральный нападающий с мячом. Это просто Тосин, он физически сильный игрок. Плюс обладает неплохой техникой. И, как вы говорили, просто от него нужна стабильность. Вот эту игру он неплохо сыграл и проявил себя, забил гол левой ногой, хотя он правша. Я думаю, мы его ждем, еще посмотрим, когда он прилетит. Я думаю, он очень неплохо поможет в этом году Абдышате. Отлично. Вот, мы с вами завершили краткий экскурс в историю. Вот, Оскар Кахраманович, хотелось бы узнать все-таки, будут ли еще легионеры в этом сезоне? Будут ли привлекаться? Вы говорили, что есть еще вопросы в некоторых позициях, да, проблемные позиции. Будут ли именно легионеры, не отечественные игроки, а именно легионеры привлекаться? Легионеров уже не будет, уже окно трансферное закрыто. У нас произошла проблема с нашим легионером, который с Беларуси, Андрей. То есть в документальном смысле он, когда прилетел сюда... С документами, да? Да, он с документами, с откреплением с клуба прилетел, но там в Федерации Беларуси не было того, что контракт, то есть расторгнут. Этот контракт в базе был. А хотя сам клуб открепил Андрея. Андрей сам этого не знал, и вот такая произошла ошибка, и за день до регистрации заявки именно легионеров произошла эта проблема. И сейчас мы не можем его заявить, и других легионеров, соответственно, мы не можем приглашать уже. Только будем ориентироваться на наших молодых игроков. Отлично. Ну, это тоже, как бы, в принципе, очень как бы, хороший показатель, потому что местные игроки тоже должны развиваться. Дмитрий, у меня к вам такой вопрос. Футбол в Кыргызстане потихоньку развивается, не только игра, но и вообще футбольная культура у нас в стране. Недавно появилось ультрас-движение у футбольного клуба «Алай», а первым ультрас-движением был ультрас клуба «Дордой». Откроется ли ультрас-движение у футбольного клуба Абдышата? У «Алги» тоже, кстати, есть. Вот, и все интересуются, очень часто задают этот вопрос, когда же все-таки будет ультрас-движение у Абдышаты. Потому что по своей специфике, по своей культуре ультрас-движение кардинальным образом отличается от обычных болельщиков. Да, конечно, в этом у нас проблема. У нас вот это все движение именно болельщиков, она сейчас уже она в возрасте, уже большие болельщики даже ушли из жизни, даже вот такое вот печальное. Но они есть, да, но вот именно нету той молодежи, которая бы болели, да? Которые бы зажгли здесь именно вот, того фанатизма, который бы за клуб бы ходили бы вот так вот наши канские пацаны, понимаете, вот. И вот мы сейчас ищем подходящего такого человека, который бы организовал такой мини-фан-клуб, начиная пусть с 10 человек, пусть он будет, и который бы движение и на выездные игры, и туда, на все топ-лиги, да, может, всего футбольных клубов Абдышата. Понимаете, чтобы это движение было, и нету на самом деле. Вот сейчас ищем вот такого вот молодого, перспективного, который бы вот зажег сердца в болельщиках, вот этот фанатизм. Хоть сам иди, блин, создавай себе вот такое, да. Вот, ну, я думаю, в будущем мы организуем такое ультрадвижение, просто фанатизм будет из-за всех этих активных. Значит, все-таки нужен человек. Конечно, это обязательно. Это нужен, который бы... Знаете, есть зажигалка такой, который может... Оратор такой, который зажечь, понимаете? Не только публику, который может. Вот нам нужен такой человек, понимаете, который бы... А которые сейчас в полусонном состоянии все ходят. Понимаете, они...
сейчас такие вот сами, вот, не знаю, куда наша молодежь. Ну, мы хотим прививать, в первую очередь, любовь к футболу. Тогда уже и фанаты будут, и так далее, и так далее. Надеемся, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем телезрителям. Если вы нас смотрите, если кто-то желает открыть ультраздвижение футбольного клуба «Абдушаты», двери открыты, насколько мы поняли. Так что ждем от вас реальных действий. Вот у меня вопрос к Ильхану. Ильхан, скажи, вот этот сезон намечается очень таким сумбурным. Вот, по итогам предстоящего сезона есть, конечно, будет понятно уже по итогам, но все-таки есть ли у тебя в планах в ближайшем будущем заиграть за зарубежные клубы, или все-таки приоритет на ближайшее будущее у тебя Кыргызстан? Конечно, футболист должен ставить как можно выше свои цели. Должен быть амбициозным, да? Так как я только восстанавливаюсь, только вот начинаю заниматься полноценно, у меня пока в планах здесь, в Кыргызстане. Сколько? Пока. Год-два? Посмотрим. Уже Время по покажет, ситуации, да? Как говорится, да. Буду стараться. Есть цели заиграть за рубежом. Ага. А вот скажи, пожалуйста, вот если сравнивать игру двух клубов, Дордой и Абдушату, хотелось бы вот именно твое личное мнение, то есть чем же отличается, вот какие изменения ты заметил как игрок, потому что ты играл в Дордой и в Абдушате играешь. Вот, на твой взгляд, как отличается игра двух этих клубов? Чем отличается именно? Дордой, наверное, более такой длинными передачами. Английский играет. футбол, да? Да, английский как бы контратак. А Абдушата средние. Короткие передачи, да. Тики-така, можно сказать, да. Сразу заметно, да, две школы, да, английская школа и испанская, да? Ага, отлично. А вот если поподробнее? Ну, например, скажем, по позициям, смещение позиций, там, гибкость, тактик, комбинаций. Тактика, вот как я пришел в Абдушату, мы играем 3 защитника. Это как бы пробовали, на тренировках пробовали в Дордое тоже, но как-то не понимал, я впереди играл, но плохо получалось, но сейчас потихоньку стараюсь делать, да, привыкаю потихоньку. Ну, я в основном играл у сербского специалиста, Завиша Милосавич, наверное, знаете. Мы играли 4-4-2, классическая тактика. Я впереди играл. Вот. И он всегда требовал играть только вперед. Да. Меньше назад передач, меньше открываний назад. Более надо за спину, вперед. Только вот так. А вот хотелось бы узнать еще твои впечатления о сборах в Турции. То есть, как прошли сборы? Вот лично как ты прошел сбор? Вот, тренировки, игры с европейскими клубами. Понравилось ли тебе? Какой урок извлек для себя? Ну, сборы прошли хорошо, в 3-разовом режиме. Сыграли с европейскими командами. Это для меня как хороший опыт. Думаю, неплохо проявили. Мы тоже, как бы, возможно, уступали там физически, но технически, я думаю, показали себя тоже нормально. Отлично. А в индивидуальном плане, то есть как игрок, проявили ли себя на 100% или да. есть все-таки моменты? Еще могу сделать. Ну, как бы, как сказать, можно со всеми играть. Вот поиграли с ними, неплохо одержали мяч. И с украинской командой первой лиги, и с Тбилиси мы неплохо. Есть куда расти. Отлично. Значит, приоритеты расставлены, перспектива в обозримом будущем видна. Главное, нужно действовать, да? Да. Отлично. Желание. И желание, конечно, да. Куда без этого. Оскар Кахрамович, скажите, вот планы клуба на текущий год, на будущий год, в этом новом сезоне, какие планы, какие приоритеты расставлены? Именно команды. Поставить игру, достойно выступать в играх топ-лиги. Есть ли какие-то задачи, поставленные с руководства, то есть занять как минимум 3-е место или пробиться хотя бы на 2-е или 1-е место? Может? Пока лично от руководства никаких задач не было. Я сам лично ставлю задачи себе и, конечно, ребятам. И каждый игрок ставит для себя эти задачи.
Мы командно знаем, куда идем. Эта работа психологическая ведется. Я думаю, каждый игрок в нашем клубе знает, для чего мы, зачем и для чего мы работаем вообще в этом клубе. И я думаю, на этот год будем ставить наивысшие задачи. Будем работать. Я посмотрел по играм с этими соперниками, что наши ребята ничем не уступают. Просто у них из-за того, что они пока молодые, у них есть раскованность, скованность какая-то в действиях, немножко не уверены в себе пока. Если вот это мы раскроем у ребят, если они почувствуют уверенность в себе и в своих партнерах, любая команда будет нам по зубам, любая. Потому что индивидуально наши игроки очень хорошо развиты. Отлично. Просто надо поставить командную игру. План, приоритет очень понятен, прям дословно. Дмитрий, а планы и задачи клуба в целом, в организации, в административной части, какие на предстоящий сезон? Значит, с каждым сезоном мы стараемся расти. Все те недоработки, которые за прошедший год 16 оставил, мы постараемся их все более усовершенствовать, более выйти на новый уровень и как бы развитие именно всего футбольного клуба. На сезон 2017, значит, перед нами будут именно организационные вопросы, именно начиная с проведения матча и заканчивая всем тренировочным процессом и вообще всей инфраструктурой развития. Это стадионы, так далее, так далее, так далее. Как можно больше привлечь детей к футболу и привить им любовь. Отлично. И, Ильхан, скажи, у каждого игрока есть планы на год. Вот, как у игрока, какие у тебя планы на предстоящий сезон? Какие задачи лично для себя ты поставил? Во-первых, закрепиться в составе. Это самое главное. Дальше будем планировать, ставить задачи перед играми. Как бы, ну, призовые места самое главное занять. Ну, так как команда новая, молодая, ну, дай бог, мы никого не боимся, как говорится. Готовы, будем готовиться, готовы и будем стараться. И выполнять, добиваться. Да, добиваться. И, конечно, без травм, да? Да, Хотелось бы, конечно. самое главное. Отлично. Итак, уважаемые телезрители, наш эфир, к сожалению, подошел к концу, но, тем не менее, за этот час мы очень хорошо и подробно узнали о планах, задачах данного клуба, также, так сказать, наметились особенные тенденции в нашем футболе, да, в отечественном. В студии был я, Адиль Тимирланов, а также наши гости, главный тренер футбольного клуба Абдышата Ахметов Аскар Кахраманович, также Ильхан Тимирбаев, игрок клуба Абдышата, и также администратор футбольного клуба Абдышата Дмитрий Кузякин. В эфире была программа «Арена». С вами был я, Адиль Тимирланов. До новых встреч. Пока-пока.